Здравствуйте, дорогие друзья! Возможно, у вас есть уже знакомые иностранцы, с кем вы регулярно общаетесь через социальные сети и мессенджеры, или вы в дальнейшем планируете работать в международной компании, или вы вообще хотите выучить английский язык для себя, чтобы потом можно было спокойно путешествовать по всему миру. Наверное, вы думаете, что для успешной коммуникации достаточно знать только хорошо иностранный язык. На самом деле это, конечно же, не так. Для успешной коммуникации, для успешного общения с зарубежными партнерами необходимо также знать особенности национального менталитета, деловой протокол, а также специфику невербального общения. Итак, начнем с последнего пункта, с невербального общения. Вообще невербальное общение тема достаточно обширная, тут не хватит же даже целой лекции, поэтому в рамках сегодняшней нашей встречи, наверное, будет приемлемым остановиться на каких-то общих моментах. Первое. Дистанция. Французам, испанцам и итальянцам комфортнее общаться на ближней дистанции, в то время как австралийцы и новозеландцы предпочитают держать дистанцию. То есть у каждого народа это все специфично, и непосредственно во время общения с носителем языка или зарубежным партнером, конечно же, нужно следить за его психологической реакцией, насколько ему комфортно общаться с вами с той или иной дистанции. Второй момент – рукопожатие. В арабских странах не принято прикасаться к противоположному полу, это нужно иметь в виду. В Японии и Китае также не принято здороваться за руку. Вместо этого существует у них развитая система поклонов. В Дании, например, принято здороваться за руку даже с детьми. Третий пункт – различные движения головой. Когда мы говорим «да», мы киваем головой. А в Болгарии и Греции они кивают головой, когда говорят «нет». Этот момент тоже нужно учитывать в процессе общения с представителями зарубежных стран. Японцы во время общения могут кивать головой, но это не значит, что они с вами согласны. Это просто проявление акта вежливости. Итак, четвертый момент – непосредственно сами жесты. Итак, первый жест «Окей». Он очень популярен среди американских и европейских политиков. Однако в Японии он означает деньги, во Франции он означает ноль или ничтожество, а в Бразилии и Португалии его лучше вообще не демонстрировать. Там это будет воспринято как нечто вульгарное. Далее, жест «круто». Также он является популярным жестом среди американских и европейских политиков, однако не рекомендуется его демонстрировать в Греции, в Таиланде и в арабо-мусульманских странах. И, наконец, мы с вами пришли к самому противоречивому жесту «victory» или «победа». Почему я так говорю? Насчет этого жеста существует прямо противоположное мнение. Дело в том, что сам его основной популяризатор, британский премьер-министр Уинстон Черчилль, во время Второй мировой войны использовал его двояко. То есть вот так вот и вот так вот. Однако в современном мире рекомендуется, конечно же, демонстрировать этот жест ладонью от себя. В противном случае это может быть рассматриваться как явная угроза или как оскорбление. Следующий жест рокеров или так называемая коза. Своими корнями уходит в античное ораторское искусство, также популярен сейчас в среде современных американских и европейских политиков. Конечно же, популярность этому жесту придала в свое время и рок-культура. Однако не рекомендуется демонстрировать этот жест в южноевропейских странах. Например, во Франции и Румынии. Таким образом мы можем ненароком намекнуть мужчине о том, что он рогоносец. И, наконец, последний жест – палец у виска. Что он означает в России? Мы все с вами знаем, во Франции он означает глупость, а в Голландии, наоборот, означает ум, в то время как в Великобритании этим жестом вам могут рекомендовать жить своим умом. Дорогие друзья, поступайте к нам в Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Здесь вы выучите не только 2 иностранных языка, но также и приобретете знания по деловому протоколу, по особенностям национального менталитета, а также познакомитесь со спецификой невербального общения. Поступайте к нам в Институт филологического образования и межкультурных коммуникаций БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Мы даем образование будущего, образование широкого профиля, которое является очень востребованным в современном мультиязычном и поликультурном мире. У нас иностранные языки помогают лучше познавать родные языки, и у нас родные языки помогают лучше узнавать иностранные языки. Почему я так говорю? Ведь вы знаете, что когда-то были времена, когда в русском языке было 4 прошедших времени. Аорист, перфект, имперфект, плюсквамперфект. И ведь был в русском языке свой собственный глагол to be. Вспомните библейское. «Я есмь альфа и омега, начало и конец». Что такое деловой этикет и как его соблюдать? В чем специфика менталитета разных народов? Как мифологические верования проявляются в современных иностранных языках? Все это и многое другое
мы с вами будем изучать в Институте филологического образования и межкультурной коммуникации БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Помимо учебы, мы здесь с вами будем с размахом отмечать различные праздничные дни и праздники. Например, День 1 мая, День сурка, День Патрика, День звездочета, День индейской культуры, День зарубежных писателей и многие-многие другие дни и памятные даты. Также вы будете участвовать в различных квестах, музыкальных фестивалях, да и просто в конкурсах английских песен. Ну что ж, наше время подходит к концу. Мы с вами прощаемся, но ненадолго. Всего наилучшего, берегите себя. Take care, goodbye.